Десятки населенных пунктов были стерты с лица земли. Ковровые бомбардировки, этнические чистки. На глазах этого Европейского Союза убивалась нация, народ. Я просто ловлю себя на мысли, какой ужас был бы, если бы ты вот вовремя не сделал этот шаг. И проводя титанические усилия с тем, чтобы представить, что эту войну развязывает не Россия, не русские, а чеченцы и Кадыров. Это что, опыт или интуиция? Потому что в Европе появилось, как мы знаем, загодя, заранее, очень много советников Украины. И поэтому мы должны требовать сегодня, не просить, а требовать от международных институтов признания своих ошибок, которые они допустили тогда. Я приветствую зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. Приближается дата начала русско-чеченской войны 11 декабря 1994 года. И у нас на прямой связи из Лондона премьер-министр Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Ахмед, приветствую тебя. Приветствую, Инна. Добрый день, добрый вечер. Я приветствую тебя и всех наших многоуважаемых зрителей и слушателей. Для наших новых зрителей, которых прибавляется все больше и больше, это зрители из разных стран. Особенно радует, что много зрителей iNews, много подписчиков из Украины. И это очень-очень важно, потому что вот эта параллель русско-чеченской войны и сегодняшней войны России против Украины – это фундаментальная вещь, история, которую необходимо каждый раз подчеркивать. В ключе того, что уже 4 года Украина отражает эту страшную полномасштабную войну, не говоря уже о том, что эта война идет с 2014 года. Как информация, на твой взгляд, как правда о русско-чеченской войне трансформировалась, стала известна? И насколько сегодня мир узнал об этом ужасе русско-чеченской войны? То, что мы сегодня наблюдаем в Украине с 2014 года, кто-то исчисляет это с 2014 года, кто-то с 2022 года, с полномасштабной агрессией. А на самом деле все это началось намного раньше. Это 91 год, когда все человечество наблюдало за процессами, которые шли в бывшем Советском Союзе, и все были окрылены тем, что наконец-то империя зла перестает существовать, идет перестройка, идут реформы, демократические реформы, свобода слова, защита прав человека, универсальные права, право народа на самоопределение. Все. Весь мир наблюдал за этим процессом именно в контексте этого. Хотя никаких признаков того, что Россия изменилась или меняются ее методы. Да, менялась форма. А такое бывало в Российской империи несколько раз. И это был очередной этап, когда менялась форма. Но при этом сохранялась суть и содержание. Она оставалась империей. И об этом были те, которые наблюдали за этим процессом и понимали, что происходит на самом деле. Это были Жохар Дудаев, Зият Гамсахурди, были украинские патриоты, были патриоты из Белоруссии, которые высказывались в этом же ключе, потому что они понимали, что происходит. Однако с 1991 года войны, которые начались в 1991 году, с 90-м году, начиная с Карабаха, с Азербайджана, армянского конфликта, потом Вильнюс, потом Тбилиси, потом снова Баку. И в конечном итоге крупномасштабная война была развязана в 1994 году против независимого чеченского государства. И я исчисляю это вот с этого периода, потому что мы не должны уставать напоминать о том, с кем и с чем мы имели дело. Почему мы должны об этом говорить и сегодня? Может быть, кому-то набило оскомину, вот что мы, Инна, Андрей, Ахмед Закаев, то мы постоянно возвращаемся вот в эту эпоху. Потому что то, что происходит сегодня, закладывалось тогда, там. И мир был глух и нем по отношению к этим процессам.
Если бы просто глух и нем и дистанцировался, они всецело помогали тем, кто сегодня совершает преступления в Украине, представляет угрозу всему человечеству, всему цивилизованному миру. Они их всячески поддерживали, потыкали, потворствовали, закрывали глаза, поощряли и поддерживали во всех отношениях. Несколько траншев Международный валютный фонд, миллиардных траншев выделила России в тот период, когда она вела агрессивные войны. И поэтому сегодня, когда мы говорим о войне в Украине, мы должны исходить из того, что это началось тогда, там. И это то, что мы наблюдаем в Украине, это продолжение. И исключительно Россия только виновата в этом. Исключительно только Путин виноват в этом. Я думаю, что нет. Путин – это наследие того, что было заложено вот в те годы, когда Соединенные Штаты Америки миллионно смотрели на Россию, на демократов, на Ельцина, на Гайдара, на других, которые прошли обучение в западных университетах, говорили на английском языке. Они говорили высокопарные слова, понятные тогдашнему западному обывателю и политикам, которые всецело зависели от западных обывателей. Их политическое будущее зависело от отношения западного обывателя к тем процессам, которые шли. И поэтому чекисты, зная все это, очень искусно преподнесли всему миру приготовление к сегодняшнему дню, к сегодняшней агрессивной политике, когда они уже с позиции силы диктуют всему миру, как обустроить мир. И какое влияние Россия должна иметь в международной политике, в международных делах. Когда сегодня пытаются просто зациклиться на том, что это какие-то личные неприязни Путина к Зеленскому или к украинцам, к украинскому народу. Так нет же. В 2021 году, в декабре месяце, Путин недвусмысленно заявил о том, что он хочет. Он поставил ультиматум перед Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и перед НАТО, Генеральной Ассамблеей НАТО. Возвращаетесь к границам 1991 года, признаете право, учитываете интересы России на всем постсоветском пространстве. Нет никаких независимых государств. Есть страны, где определено влияние и интересы России, Российской империи. Они не ограничивались Украиной. Они заявили о границам 90-91 года. То есть война, которую начал Путин, она напрямую была связана с тем, что он хочет. И когда мы сегодня вот наблюдаем, мы наблюдали и делаем вид, что как будто вот внезапно что-то произошло. Ничего внезапного не было. Эти все процессы шли при поддержке сегодня действующих и недействующих политиков западного мира. Они это поддерживали, они его называли, Путина, Ельцина сначала называли демократом, потом Путина, который развязывал вторую войну, первую войну Ельцин, они его называли самым чистым демократом. Они ему подражали, они его поддерживали, они его восхваляли, они его ставили в пример. И это все происходило на фоне убийства чеченского народа, на фоне тех злодеяний и преступлений, которые совершал Путин и Россия. 2007 год, когда Путин однозначно и недвусмысленно заявил, кто враг России, и с кем и как они будут бороться, и как они будут противостоять Соединенным Штатам Америки и их гегемонии. Но что изменилось? Ничего. 2008 год, оккупация Грузии. Что изменилось? Ничего. Грузию обвинили в развязывании войны против России. Точно так же, как обвинили чеченцев, что мы совершили агрессию против России в 1999 году. Точно так же в 2008 году Грузию обвинили в том, что они напали на Россию, на миротворческий контингент, который был сосредоточен в Южной Осетии. Что дальше? Продолжалось потворствование и потыкание. Россия оставалась G8, членом G8. 2014 год, аннексия Крыма, Севастополя и начало военных действий в Украине. Что?
Немного такой был шок, но в последующем начали снова приучаться к этой ситуации, и Обама сделал все, чтобы снова Путин стал рукопожатным. Что потом? Потом Сирия. Вот войск в Сирию. Это все шло к этому. И все должны были, все понимали, мне кажется, или западных политиков, хотя мы точно знаем, что частично коррупция их заразила, а может быть уже и не частично. А может, те голоса, которые поддерживали Путина во всех этих его преступлениях, они были уже связаны с ним, и они не могли выступить против него. Потому что он на каждого из них имел свой кейс, именно в коррупционных схемах. Как только кто-то начинал двигаться не в том направлении, они выбрасывали это в прессу, и мы становились свидетелями просто скандала. И на этом все затухало. А Путин продолжал расти как монстр. Россия продолжала расти как монстр, как страна, которая начинает диктовать свои чудовищные драконовские законы права сильного во всем мире. И сильными они представлялись, потому что у них была та ядерная дубинка, которую они сохранили еще после Советского Союза. Без оружия Украину, Белоруссию, Казахстан, которые тоже могли иметь какое-то влияние в этом направлении. Ну, благодаря и из-за позиции Соединенных Штатов Америки все эти страны отказались от своего арсенала. И что мы имеем сегодня? Мы имеем Россию, которая представляет и давно уже перестала быть исключительно грузинской проблемой, чеченской проблемой, украинской, молдавской. Россия превратилась в проблему в номер один всего цивилизованного мира. И до тех пор мы не дадим все, кто сегодня выступает против политики, которую ведет Путин, если мы не дадим правовую, политическую оценку событиям, откуда это начиналось, если мы не вернемся к истокам становления новой Российской империи, псевдодемократической империи, которая сегодня реально представляет угрозу всему миру, мы ничего не изменим. И поэтому я с благодарностью смотрю ваши передачи с Андреем. Да, кому-то может казаться, зачем мы ворошим прошлое, это не связано. Нет, дорогие мои, это связано. Чтобы вылечить любую болезнь, нужно сначала поставить правильный диагноз, найти причину и уже оттуда начать лечение. И поэтому мы тоже должны сегодня сделать так, чтобы мир дал правовую, политическую оценку тому процессу, который началась в Чечне в 1994 году. И не только Чечне, мы говорили об этом во всех этих моментах. Но сегодня, дав только оценку, потому что первая жертва и массовые убийства совершены против чеченского народа. Это то, что находится на поверхности. Это то, что свежо в памяти. Мы не говорим о Голодоморе, мы не говорим о геноциде чеченцев, ингушей и кавказских народов 1944 год во время депортации. Мы говорим о сегодняшнем дне. Это было вчера. Это продолжается сегодня. И мы должны об этом говорить. Поэтому я обращаю внимание именно на чеченскую тему, на чеченский вопрос. Признав факт, что предательство международного сообщества своих принципов, декларируемых ими ценностях, были проданы и преданы в Чечне. Когда мир наблюдал за народоубийством, когда после Второй мировой войны аналога этой войне не было, когда до основания разрушались целые города, десятки населенных пунктов были стерты с лица земли, ковровые бомбардировки, этнические чистки. И это все происходило в тот период, когда Европейский Союз заявлял о мультикультурных программах, о сохранении там разных народов и культур разных народов. На глазах этого Европейского Союза убивалась нация, народ. Поэтому мы должны об этом говорить. И поэтому мы должны требовать сегодня, не просить, а требовать
от международных институтов признание своих ошибок, которые они допустили тогда. Что мы сегодня пожинаем плоды того периода. И сегодня, как никогда, уместно посеявший ветер пожнет бурю. Но были люди, которые говорили об этом, но их не слышали. Я поэтому еще раз искренне благодарен, Инна, тебе, Андрею и всем, кто сегодня продолжает раскрывать и рассказывать правду о тех событиях и о том, как мы пришли к сегодняшнему дню. Мы записываем эту программу сегодня, 6 декабря. Сегодня День Збройных сил Украины. Мы поздравляем захисников Украины, желаем здоровья, выдержки, и, конечно, желаем победы. И, Ахмед, знаешь, я ловлю себя на том, что вот тот день, когда началось полномасштабное вторжение, 24 февраля 2022 года, и твое обращение к президенту Зеленскому с инициативой создать иностранный легион, чтобы чеченцы Европы могли ехать в Украину. Я просто ловлю себя на мысли, какой ужас был бы, если бы ты вот вовремя не сделал этот шаг. Ведь согласись, что если бы вот... Это же вопрос просто шел на дни. Это что, опыт или интуиция? Потому что в Европе появилось, как мы знаем, загодя, заранее, очень много советников Украины из российских либералов. Они уже были готовы вступить в должность советников, советчиков. Когда ты просто вовремя успел сделать этот шаг, и чеченцы поехали, и уже 5 батальонов сражается на стороне Украины. И тоже твой шаг, когда 18 октября 2022 года Рада Украины признала факт оккупации, это вот эти 2 шага настолько судьбоносные для чеченского народа. Я просто боюсь представить себе, если бы не эти, именно вот твои персональные вот эти шаги, что было бы сегодня? Как бы уже вот эти советники, советчики действовали, и как бы они уже опять чеченскую трагедию и русско-чеченскую войну опять бы стали заметать под ковер. Инна, спасибо, что ты вспомнила это время, этот период. Я думаю, что до конца чеченцы еще и не осознают то, что тогда произошло и что было. Сегодня в Европе по меньшей мере более 400 тысяч чеченцев, ингушей, более 700 тысяч кавказцев со всего Северного Кавказа. И то, как начиналась российская агрессия против Украины, и те методы и приемы, и те приготовления, которые были сделаны Россией и Путиным, и оно все было презентовано главной марионеткой Путина на Кавказе, Кадыровым, который объявил войну Украине, украинскому народу. И проводя титанические усилия с тем, чтобы представить, что эту войну развязывает не Россия, не русские, а чеченцы и Кадыров, а все эти компьютерные схемы изображения 70 тысяч чеченцев вооруженных, которые возьмут Киев, арестуют и убьют Зеленского, это все делалось для того, чтобы чеченцам, находящимся здесь, в Европе, чтобы они не могли поднять голос и голову. Они были бы обвинены так же, как в свое время, в 1944 году, депортировали чеченцев и нас назначили врагом, народом, предателем, врагом советского народа. Чеченцы и ингуши назначались в Европе врагами, людьми, которые не могут уживаться в существующем миропорядке, с агрессивными помыслами. За этот период было сделано столько, чтобы обвинить чеченцев и в исламском терроризме, и экстремизме. Но теперь была последняя точка, от которой не могли освободиться вообще никто. Только по национальному признаку этот ярлык вешался народ-агрессор. Вот самое главное, это было то, что мы понимали суть этой страны. И суть всего, что происходило. Да, с 2014 года я пытался
договориться с руководством Украины, чтобы мы активно приняли участие в отражении российской агрессии в Украине. Но тогда нас не послушали, довольствуясь тем, что там появились чеченские добровольцы, и на уровне добровольческих отрядов они отражали российскую агрессию. Но они, главное, они были там. Хотя нам не удалось это поставить как на отношения, на межгосударственные отношения. Хотя у меня в то время, в 2014 году, было несколько встреч в посольстве в Лондоне. Мы обговаривали подписать то соглашение, которое мы подписали в 2022 году. Это практически это был тот же проект, который мы еще тогда предлагали. Ну, как ты правильно заметила, очень много советчиков было украинцев в тот период, которые говорили: не делайте выстрела в сторону. И без выстрела, без единого выстрела сдали Крым и Севастополь. Просто без единого выстрела. Это благодаря именно советчикам, которые находились в Украине и говорили украинцам не стрелять. А то, по примеру Грузии, вас обвинять в агрессии. И это сработало для русских. Я тогда вспоминаю, Бжезинский, когда сделал заявление, он сказал, что украинцы, народ Украины, если вы не будете драться, за вас никто не будет драться. А его обвинили в том, что он занял пророссийскую позицию. Он не занимал пророссийскую позицию. Он предупреждал украинцев, что для того, чтобы их поддержали, необходимо, возьмите его работы, которые он писал еще задолго до этих событий, о чем он говорил, что Украина должна освободиться. Украина должна стать независимым суверенным государством, чтобы перестала существовать Российская империя. И как к этому будет относиться Россия, и какие методы будут приниматься. Однако в Украине никто на это не обратил внимания. Они делали вид, что ничего не происходит. Братский народ. И братский народ никогда не позволит и не допустит. Рассчитывали на какое-то, на благоразумие. Какое благоразумие, когда мы видели, что происходит, что было сделано в Чечне. Да, тогда украинцы, конечно, многие не понимали, что происходит там. И нас обвиняли в том, что чеченцев обвиняли и упрекали в том, что вот вы ведете и вели войну против нашего старшего брата. Были такие высказывания. Ну, к большому сожалению, мы понимали, что происходит. Это, я не знаю, это мы сегодня, когда рассуждаем о том, что Джохар говорил в 95 году, да, ты помнишь его высказывание о том, как события будут развиваться. Он не был пророком, это не было пророчеством, это было факт знания вот этой системы. И мы тоже просто, мы и наша команда, которые в тот день оказались в Брюсселе, и которые приняли решение однозначно выступить с заявлением в поддержку Украины, мы тоже имели опыт, и мы понимали, с кем Украина будет иметь дело. И с кем человечество имеет дело. Нам тогда удалось переломить ситуацию. Мы на самом деле переломили, разрушили тот миф, который создавался Путиным относительно чеченского народа, агрессора, и те планы, которые были направлены против того, чтобы чеченцев по всему миру преследовали, о чем Путин всегда в свое время говорил, что Европа еще пожалеет о том, что предоставляет политическое убежище чеченцам. Мы не допустили вот это. И самое главное, сегодня в Украине возрождается чеченская армия. 94 год, 11 декабря, мы стояли у истоков становления чеченской армии. Но она в течение 20 лет была разрушена полностью. И с 22 года практически мы сегодня восстанавливаем и возрождаем чеченскую армию, которая, в свою очередь, деоккупирует нашу страну. Я абсолютно в этом уверен. И поэтому все, что произошло тогда, 25 февраля, имеет огромное историческое значение для всего чеченского народа и для будущего чеченского народа. И это не исключительно моя заслуга, это заслуга всей нашей команды, которые находились тогда там и приняли единственное правильное решение заявить о том, что мы всецело поддерживаем Украину и предложить им создание иностранного легиона. И 28 числа президент Зеленский подписал указ о создании иностранного легиона. С этого времени начались официальные становления и подготовка наших формирований на территории Украины. Спасибо большое, Ахмед. И говоря о твоем опыте, сейчас очень важно услышать от тебя такие слова,
которые бы описали вот последние события во внутриполитической жизни Украины, потому что мы видели, что все, кто угодно, опять советники, советчики, все большие специалисты по внутриполитической жизни Украины стали, комментируют, знаешь, как будто комментируют шоу «Голос» или «Евровидение». Вот для них вся эта история последняя со скандалами стала поводом, чтобы вот еще раз себя показать, помести языком, можно сказать. А люди, которые, знаешь, вот ответственные и с большим опытом, вот я видела, что эти люди предпочитали молчать, потому что видно, что сколько провокаций, сколько вбросов, сколько дезинформации. И я бы хотела, чтобы ты, так показал пример человека, который, во-первых, все это уже давно прошел на русско-чеченской войне, на обеих войнах. Весь этот поток дезинформации, вся эта попытка увести в какое-то другое русло, разрушить монолитность украинского народа, как тогда чеченского народа. Вот, пожалуйста, несколько слов, чтобы поставить вот все на свои места. Инна, к большому сожалению, у меня не получается с несколькими словами ответить на какие-то такие вопросы, очень глобальные вопросы. Но я постараюсь. Дело в том, что в 2000 году, 2001-2000, я оказался в Грузии. Разгар русско-чеченской Второй войны, и вот события развивались очень жестко. И тогдашнее руководство Грузии, тогда президентом был Шеварднадзе, и был председатель парламента Зураб Жвания, Нугзар Саджай, секретарь Совета Безопасности. Он меня встречал на границе, и он, когда определял меня в госпиталь, мы с ним имели такое джентльменское соглашение, что я ни в коем случае не буду с грузинской стороны, со стороны Грузии делать какие-то заявления и тем самым не навлеку беду на Грузию с тем, что они меня приняли. И я, в принципе, сдержал свое слово. Да, после первого года я начал выезжать, и все свои заявления, и всю свою политическую активность я проводил в других странах, потом возвращался в Грузию. И точно так же с первого дня мы договорились с нашей командой, с тем, что мы ни в коем случае не будем вмешиваться во внутреннюю политику Украины. Потому что разные течения, разные политические взгляды, политические интересы. Но самое главное, что я хочу сказать вкратце, вот все эти скандалы и все, с чем мы наблюдали, я в этом видел только позитив и позитивность. Дело в том, что в Украине сформировалось гражданское общество, которое никогда не позволит продолжать в том же ключе, которое продолжалось последние 20 лет в Украине и на всем постсоветском пространстве. Есть гражданское общество, которое это не допустит. Есть институты, которые готовы, несмотря на занимаемые позиции, должности, вести войну с коррупцией. И вот это все то, что необходимо было для любой страны, чтобы стать правовым государством. Вот этот механизм и эти инструменты мы наблюдаем в Украине. И поэтому я очень рад за украинцев. Украина из-за войны, которую развязала Россия, Украина стала политической нацией. А все эти огрешности, коррупции, коррупционные схемы, они были всегда есть. Где их нету? Они есть в Великобритании, они есть во Франции, они есть во любой стране Европы. Возьмите любую страну, где президент Саркози сидит в тюрьме за что? За что он сидит? Или за что снимали здесь, в Великобритании? Сколько было скандалов. Поэтому это был только лишь инструмент для Путина, который хотел во что бы то ни стало разрушить единство украинцев, которые они демонстрируют все эти годы, отражая российскую агрессию. И я уверен в том, что Украина и украинский народ не позволит себя втягивать вот в эти внутренние разборки с тем, чтобы победил Путин. Мы через это прошли. Мы, к большому сожалению, не сумели противостоять этим провокациям, потому что они были внесены в чеченское общество через религиозные механизмы. Зная, что чеченцы очень, очень ревностны к своим религиозным взглядам, они раскололи общество на чистых и не
традиционный ислам, чистый ислам, традиционный ислам. И используя эту ситуацию, им удалось перетащить и переманить на свою сторону много людей, которые плечом к плечу с Первую войну противостояли российским агрессорам. Вот этого, я уверен, что Украина и украинцы не допустят. И мы со своей стороны всегда будем говорить о том, что этого нельзя. Самая большая опасность для Украины сегодня не Орешник, не путинские наемники, убийцы и наркоманы. Самая опасность, большая опасность для украинцев, это если они позволят Путину разрушить вот этот монолит, единство, которое имеется у украинцев на этом этапе. Вот нужно сохранить это. И все люди доброй воли, кто действительно желает добра, они должны не муссировать тему, кто сколько украл или кто сколько может украсть, а о том, что сегодня необходимо, несмотря на что, вести войну с русским агрессором, точно так же продолжать вести борьбу и с коррупционными схемами, которые внедряются извне в Украину. И с этим сегодня Украина справляется. Я очень рад за них. Ахмед, спасибо огромное за эту программу. Еще раз напоминаю, что сегодня день Збройных сил Украины, поэтому слава воинам, слава ичкерийским воинам, слава украинским воинам и вечная память погибшим в этих страшных войнах от рук российских варваров. Я от всей души хочу поздравить сегодня украинский народ с Днем Вооруженных сил Украины. Без преувеличения сегодня украинский народ и вооруженные силы Украины демонстрируют любовь к Отечеству, смелость, храбрость и непоколебимость вот в неравной войне, которая развязала Россия против Украины и против украинского государства. Мы очень хорошо понимаем вас и украинцев, и тех, кто сегодня отдают свои жизни во имя будущего своего народа и своего государства. Ваш противник, враг всего человечества. Это не только сегодня вы отражаете и отстаиваете свою свободу и свою независимость и будущее своих детей. Вы сегодня отстаиваете право народов на жизнь. Вы отстаиваете добро, справедливость. И я уверен в том, что торжество справедливости неминуемо придет в ваши очаги, в ваши дома. И это не за 7 горами. Вы сегодня своими жизнями и той борьбой, которую вы продолжаете оказывать российским агрессорам, вселяете уверенность всему человечеству. И весь мир сегодня обязан вам на самом деле. Точно так же, как в свое время весь мир не обратил внимания на трагедию чеченского народа, на то, как мы и как чеченский народ один на один с этим монстром пытался отстоять свое право. И мы тогда в свое время точно так же, как сегодня вы, украинцы и вооруженные силы Украины, отстаивали все те человеческие, общечеловеческие ценности, которых декларировал весь мир. Мы, наблюдая за всем тем, что происходило у нас в Чечне, на территории Чеченской Республики и на Кавказе, мы не понимали, почему мир так настолько отрешенно наблюдает за тем, что происходит в Чечне. Почему такая несправедливость по отношению к маленькому народу. Но дело в том, что в государствах и особенно в интересах государства всегда преобладают высшие интересы своего народа и своего государства. Но все взаимосвязано. Если мы имеем рядом преступников, если мы имеем банду, если мы имеем такую варварскую страну, которая уничтожает на своем пути все и пытается обесценить человеческие жизни во имя торжества своей пропаганды, античеловеческой пропаганды. И вы сегодня, так же, как чеченцы в свое время, украинцы и украинский народ этому противостоит. Весь мир с вами. Сегодня правда за вами, право за вами. И Всевышний на вашей стороне. Я уверен в том, что вы отстоите нашу общую победу. Слава Всевышнему, победу Украины, свободу Кавказу. И, пожалуйста, традиционно для наших зрителей обращение премьер-министра на чеченском языке. Ассаламу алейкум, салам маршал, думах кошка. Ой, махка болчайга. Болыс собой, махка болтан. Печ махка. Лиц долчайга. Весоноч Аллах дала, войдешник делуштек шеду адуэль, бусобна ана, нохчо омана, пойди адуэль. А та ана
وي نوتشي شو وي ماخ بيانا تعيد شقوت شدو وخشين قاعدينا سندير وين تانا خوش وتستمتع وضيان سامنا دقيقا كان مصرنا داو جيشتو الأعلى داو إيه تنبويل صارخ داون دو شويخ تانا ويقوم يعدو الحل ويقعليتش دو الحل تان ويلا أمزا وي قربان سأدوتش بوقش تميقي وزينو ويقام رسي بچاقي تسخيل بولت ساتيو إشسان دلا مقاها فرأتان تشاقينجي يوجدو ومن تشاقي خيريو أميل داتس ملخه هما تشاقي يوجسا هما داتس وديني تختان ويقعليتش دوش حولنا ويقوم على بولش بالا سنجت منا تنا تشاقي خيريو إن شاء الله وصونتان بيلغل داق وشتنجا طبعا وين ميال خلدي لاحا تيور زامنا وي خيليك لياليك بعدين ليك دقيح قاشمي خلا أم تيور زامنا دال مقلاها ويش مخ داخل ويش قوم قاني لريا ويش تحي إيمان سا إسلام سا قيو ويش حدو المتك ويش داخل يا ويل دابول شاب ويل حلق بيخ شاب ستيس سندولش ماشون يا ويقام داخل دو التياش دو دال مقلا تسوت احترانا إيش تخلي تغياتش وقانية إيش سيخلي تغياتش قاعدو كشتان دقو ناخبوشو نقدين دا تاقتانا دقي ودنيا تعبول مصو نوخشي كيرش دقيقة ويستيسم ويريتش الله ويش مخ تصديرزدر دقل خير داديرزدر ويش مخ كاخليتر إديوخش بويلخا صون دقبل ويناخ وقارينسبل نزغن وش الله دال سير دعينا دال جواب دويل دال ويريتش تصديرزدويل تاق ويمخ برغت بالا ويش مخ كا ويش دينسا ويش عادتشتا ويش ستيسمشتا داخل ويأتو خربو يأتو خربو ألسوناتيشنا دوي ويلياليك ويلينيك ويليلنيك إن دور دات إن دايت إشيات ودايت شغل سعيد شرشوا دحر ويمخ سايزر إسباديوس دويت طول شرع أفيتسال حولي شو بي أنتوام فانت سعيد شو قوش دو يتوام بيلا ويمخكا أتس ظلم ديش دالوش ديش دالوش داجنا تن أتشو تانا ويمخكا دعيالزيو أق إمش الميتشاغيش هات إمي أعداء لوشخيش إذا تقوش سدس وتستم أتشو حتقوش سدس سندي لتان أتويت قعدوش ياسي بورشق داقياتش قايوش بوش ناخه تقيدوش أوه ويقومنا ويمخكنا تيه ظلم دايتا وين تيتوان بايتا قاحيقنا قاحيق هيت سقدينوشكا خيلدل تيتوخر تشينج دوازدو تاق يرسشنا تان وقوم ماستخشنا شولو شتو وخيلاتش دلا ويقام تان وسوكريان هدولش حولنا تصداق أخيل شاشسن شاش داندل ظلمي داق جوبل ويقوم تدل ويقوم تكرشو تتت شول أتساني شول أنبوتير أنتي شخص دول قزحتانا أوكرانيا توربل غايبو نوخشي توربل غايبو إيش دعال ويشبو طوام بيشبو قزرت أوكرانيا وأوكرانيا خواش ثاني خارجنا دعال لاتشمو أتصير إلى أم شخص بوليت سنديلا أتصعدوا القام تاعنا أوكرانيشنا أتصير دعبيوش بولش تما سنا دغياتش تارك دعيدش دايتغياتش إش أوكرانيش قام بغياتش ديش تالوشدو تاعن دقادش تم أشونس يزنيو ستركتورش إش تاعنا ملخ توان بيشوش بتشالقنا تتوغر ده بقويلش متكشو أماش نغليلش متاحة تتوغر ده يقام
أوتس كمنا أوتس قومنا أوكرين خوش يدو حال دقن هم صار حبيش موقوس طبعا أوتس عدينيك ودينا أشكا أوتس تدو أزلو التياش دو دال أما وي موقع طبعا أوتس إن دا صغير ويق أومنت إير إتان وغدين إنت عدارش دول ظلم ويق أومنت إح تار بين بولش تمش إز دنيا سانقية الله اتسست در بحان دولش طبعا داقي دنيا بالي على رسي كيلو خوي بويلا أما هو كنت عشاقي غيريشو يزغن وش الله دالا وموخ برق باقا ويش محكا ويش ميخك دايخ دالا تسوتع نيتس قيتم ويلوين يزغن وش الله دالا تسوتع شاق دولار لوين شاك دام دول إن شاء الله دام لا وموخ برق بيربوشون ويقام برق بيربوشون ويبوتشال خيريشون ويش قانية تحت قشوط أحيا إسين ياخ ويش محكا وبتشال دعوة تريشون إن شاء الله دال تحي بيت كيان دال ديكني عديكن زعوشتو مخوزن ديلا